Приключения для участников 3-го арктического семейного форума «Родные и любимые» и 1-го муниципального форума «Сельский коннект» началось еще с перрона. Еще бы, ведь гостей встречали не на автомобилях или автобусе, а на буранах. Именно снегоходы – это основной транспорт жителей поселка Абись, где и прошли в конце марта увлекательные мероприятия. И вы громко кричите название, откуда вы приехали, с какого муниципалитета. Давайте, 1, 2, 3. А давайте еще громче. Мы сейчас определим, кто у нас самый громкий. Давайте, 1, 2, 3. Здорово. Инта. Печора. Так, Вуктыл. Сосногорск. Усть-Цильма. Давайте погромче поддержим, давайте аплодисментами поддержим нашу семью. 25 семей из Сыктывкара, Инты и Абизи, Вуктыла, Печоры, Сосногорска, Усть-Цилимского района собрались вместе, чтобы разделить главные семейные ценности – любовь к близким, уважение к традициям и единство. Родные и любимые из Усть-Цилимы Вера со сыном Степой добрались на форум на перекладных, на нескольких поездах с пересадками. Но желание посмотреть север родной республики пересилило все неудобства. О самих форумах узнали в группе местного отделения движения первых. В группе в Усть-Цилиме создана группа, и там есть это у нас общая беседа, оттуда узнала. Так как я нахожусь сейчас в коротеньком отпуске, решила съездить в коротенькую поездку. Все. Пока то, что видите, нравится? Да, нравится. Ну, у нас Усть-Цилима это такое коренное село, и дома там такие, в основном частный сектор, и люди местные. Здесь поселок, здесь уже видно, что поселились недавно люди. А у нас в Усть-Цилиме уже почти 500 лет. Ну, отличается, наверное, этим. Решение провести форумы в поселке Абись было не случайным, ведь 2026 год по указу главы Республики Коми Ростислава Гальштейна объявлен годом села. Кроме того, в стране этот год – год единства народов России. Объединяя эти два посыла, форум подчеркнул главную мысль – именно семья остается хранителем традиций, культуры и любви к родной земле. Сегодня наша северная красавица Абись стала намного богаче детским смехом, дружными семьями, счастливыми людьми. От имени главы муниципального округа Инта Республики Коми, руководителя администрации Григория Ивановича Николаева, приветствую всех участников 3-го арктического форума «Родные и любимые» и участников Интинского молодежного форума «Сельский коннект». Желаю вам незабываемых впечатлений, самого хорошего настроения. И пусть наша любимая Абись подарит вам любовь, доброту и самое, все самое хорошее. Ура! Дорогие родные и любимые, дорогие участники нашего форума «Сельский коннект», родные и любимые, приехали к нам со всех уголков нашей Республики Коми, и это очень здорово. Действительно, уже 3-й год Арктический форум проходит у нас в муниципальном округе Инта, и мы этому очень рады, потому что каждый год к нам приезжает все больше и больше участников, все больше и больше семей, и никакие преграды вообще нам не страшны. Хоть в село пойдем, хоть в лес пойдем, хоть куда, но самое главное, вместе, нашим плечом к плечу, рядышком, и с детьми, и с мамами, папами, дедушками, бабушками, тетями. Действительно, семья – это важная ценность для каждого из нас. И я благодарю, что вы сюда приехали, сюда к нам в Интинский округ, в Абись. И мы хотим пожелать вам, чтобы вы получили как можно больше положительных эмоций, впечатлений, чтобы действительно этот форум вам запомнился надолго, чтобы вы к нам приезжали и в следующем году, и каждый год. Мы вас ждем здесь, в Инте, в Абизе, в нашем муниципальном округе Инта. Всех мы любим, дорогие любимые, успехов, удачи и всего самого наилучшего. Давайте друг друга еще поприветствуем. Так замечательно сегодня снова быть в Инте, в Абизе. Каждый год нам администрация Инты и совместно с местным отделением движения первых Инты готовят классные мероприятия. Родные любимые Инты нас классно встречают. Сегодня у нас у всех поднялось настроение, когда мы вылезли из поезда, вышли.
и поехали на буранах. Для всех это было вообще удивительно, необычно и поднялось у всех настроение, так? Сегодня очень много знакомых лиц, которые стали уже по-настоящему родными и любимыми. Еще есть у нас те, которые первый раз участвуют в наших мероприятиях. Я уверена, что вы тоже вольетесь в нашу дружную команду и будете по-настоящему нашими родными, любимыми и будете активно участвовать во всех мероприятиях. Если первый год, когда мы организовывали форум, у нас семьи приезжали единично, то сейчас у нас уже целые команды, делегации приезжают. У нас действительно команда из Печоры приехала, они целые команды приехали. Команда из Сыктывкара, огромные молодцы, потому что такую дорогу собраться, приехать все вместе. Команда Вуктыла. У нас всегда посещают наши мероприятия Усть-Цильма, когда-нибудь они обязательно будут командой, потому что они тоже активные участники нашего семейного сообщества. Ну и родные, любимые Инты, они тоже очень ждали вас, готовились, и я сегодня вам желаю получить максимальное количество положительных эмоций, подружиться, познакомиться, набраться впечатлений, потому что действительно каждое мероприятие проводится на высоком уровне. Я хочу еще поблагодарить Елену Ефимовну Моторину, которая всегда наш уже не просто партнер, а наш добрый друг. И благодаря поддержке и помощи Елене Ефимовне это уже проводится в 3-й раз. И я думаю, что мы так и будем продолжать встречаться на теплой земле Инты. Все, всем успехов, удачи, я закругляюсь. Проведению форума способствовало все. Нетерпение участников, которые приезжают не первый год и ждут очередную встречу, новая локация, которую захотели посетить большее количество гостей, и даже погода. Когда еще весна так торопилась прийти в марте и порадовать теплом, чтобы всю торжественную часть удалось провести на улице. Родные, любимые. Молодцы. Форум Инти мы проводим в 3-й раз, и проведение форума показывает интерес у наших семей к проведению такого рода мероприятий. Форумов, праздников, где присутствует национальный колорит, где присутствуют традиции семейные, потому что действительно в наше нелегкое время, непростое, семьям не хватает общения, не хватает настоящего человеческого, теплого чувства, не хватает дружбы. И вот наши форумы как раз позволяют это все восполнить. И как раз то, что мы видим каждый год увеличение количества людей на наших мероприятиях, как раз говорит о востребованности. Мы сейчас каждый год все больше и больше таких мероприятий проводим. Но Инта это сейчас такой форпост, с нее все начиналось, и Арктический форум это уже традиционное мероприятие семейного сообщества «Родные и любимые» Республики Коми. Олени та милени, видуть пани волени, чужим пани снюти ракеті лазера, щелем шер єсей, печеси та пер єсей, і не кажте молемись, вертаємо вилаз, щелем шер єсей, печеси та пер єсей, шанічні та колана, вайдержи колена. Концертную часть для гостей поселка подготовила принимающая сторона – коллектив и учащиеся школы Абизи. Здесь, в образовательном учреждении, есть свой творческий коллектив, который выступает как в поселке, так и на городских подмостках. А также совместный коллектив «Лемва», который на днях отметил свое 25-летие. Niech kwieta szodli w oczy, ciuży zgarza lun, czołem micia lun, czołem jugadlun, seven şiradiri, buya seçim uçudeş, seven şiradiri, moya seçim jugadeş, şiradin şakabı devin bez yapıtsa lun, miedorişin mun, miedorişin mun. Kirka borsa ergılı sulalı limpu, siyemi namolemi, коркета елен насаджащих шум, мене то нащели нас, тиски сващи друг, ваші лей, мене то найот, щилиш нет, ти ж мусай, ради та на мор, ваші
Вообще, вся приветственная часть была построена так, чтобы участники фестиваля могли между собой познакомиться. Несмотря на то, что многие приезжают уже не первый раз, всегда есть новички. И интерактив, помогающий наладить общение между незнакомыми людьми, оказывается уместен. Кстати, к приветственному блоку каждый из муниципалитетов подготовил свое выступление. Кто-то яркий номер, кто-то, как, например, гости из Печоры, зимнюю забаву. У нас 3 семьи. Вот наша семья и наш руководитель Георгий Николаевич. Мы собирались долго и, конечно, ехали с хорошими эмоциями, получить заряд бодрости и энергии, поделиться своим опытом. Да, рады приехать, так сказать, географически узнать нашу республику. Благодаря таким мероприятиям это, конечно, очень здорово. Я сюда приехала в первый раз, и мои впечатления вообще просто вау. Мне все пока нравится. Настроение просто супер. Хочу покаталась. Мы катались на оленях и бураках. У нас катались по всему поселку. Было увлекательно. А в Печоре есть олени? В Печоре, к сожалению, нет. Есть, но очень мало, но нас не катают. Они просто... У нас были хаски. Да. А на оленях мы первый раз катаемся. Так что все здорово. Все круто, спасибо организаторам. Приглашайте еще раз обязательно приедем. И возьмем еще с собой своих друзей. Родные и любимые из Сосногорска в Абись приехали со своим номером. Девушки исполнили танец под современную аранжировку песни «Валенки». Арктический семейный форум «Родные и любимые» – это задумка, которую предложили и реализовали именно интинцы. Проект, запланированный как разовый, пришелся по душе, и вот уже 3-й год собирает семьи со всей республики Коми. Идея родилась совместная с движением первых у администрации города. Год семьи в 2023 году придумали такое мероприятие, и, в общем-то, мы когда посмотрели, что всем семьям понравилось нам приезжать. Это было одноразовое мероприятие, и теперь решили, что оно будет традиционным. В этом году, так как год объявлен годом села в нашей республике, решили приехать в Абись и, наверное, не прогадали, потому что Абись все-таки замечательно приняла все семьи. И самое интересное то, что семьи с удовольствием приехали в Абись, причем никто ведь про Абись не знал. И для Абизи тоже это большое событие, потому что они с таким удовольствием готовились к этому празднику, так ждали эти семьи. Каждый день мы были на созвоне, готовились, и мы видим, да, что они со всей душой, с распростертыми объятиями приняли нас сегодня на таком огромном празднике. Я приехала из Сыктывкара, добирались мы сюда на поезде довольно долго, но это того стоило, потому что я вижу, что здесь очень много сплотенных, дружных, заинтересованных людей. Здесь очень атмосферно и клево. Изначально каждый муниципалитет по задумке организаторов должна была представлять одна семья. Обязательно детки и родители. Сегодня это уже целые команды, которые объединяет одно – желание не только сохранить, но и вернуть былой статус настоящим семейным ценностям. Меня зовут Карасева Оля. Я с Уктыла, приехала сюда с дочкой Аленой. Мы, конечно, здесь первый раз представляем движение «Родные и любимые» в Уктыл. Работаю в «Газпромтрансгаз Ухта». Ехали, конечно, с ожиданием того, что мы здесь отдохнем эмоционально, зарядимся положительной энергией, эмоциями различными. И да, пока у нас все хорошо, мы
просто такие восторги от всего. Играем, вот, пожалуйста, играйте с нами. Все хорошо. Очень мероприятие веселое, яркое, общительное, объединяющее всех. Советуем всем посетить обязательно в следующем году. В этом году, в 2026-м, объявленным годом села в Республике Коми Ростиславом Эрцевичем Гольштейном и в год единства народов России, объявленным Владимиром Владимировичем Путиным, ИНТА приняла решение проводить замечательный арктический семейный форум здесь, в селе Абиси. Действительно, Абиси объединила семьи из 7 муниципалитетов нашей Республики Коми. К нам приехали из Сыктывкара, Вуктыла, Усть-Цильмы, Сосногорска. И действительно, мы здесь чувствуем такое объединение, мы здесь все вместе. И вот с каждым годом к нам в ИНТУ сюда приезжают все больше и больше участников. Это нам показывает, что действительно это важно. Важно объединяться, важно вместе проводить время. И такая ценность, как семья, она всегда актуальна. И эту ценность здесь на форуме мы транслируем. Главное быть вместе, быть с Россией, быть в движении, быть человеком, быть первыми. И надеемся и уверены в том, что в следующем году ИНТА также примет здесь, в ИНТе, участников арктического семейного форума уже 4-го. После торжественной части семьи включились в активную совместную деятельность. Спортивные состязания, командные игры и, конечно же, все внимание на себя перетянули оленьи упряжки и бураны, на которых все желающие могли прокатиться по поселку. Никто не хотел упускать ни малейшую возможность настоящего северного праздника. До официального старта работы секционных площадок каждый участник форумов мог найти себе занятие по душе. Кто-то спортивные состязания, катание по поселку или же прогулку по подворью мастеров. Своими изделиями похвастались мастера не только из ИНТы, но и умелицы из Абизи. Картины из кожи и замши, вязаные изделия, национальная обувь из шкуры оленя и многое другое. Работы можно было не только посмотреть, но и приобрести. Я принимаю уже 3-й раз участие в семейном арктическом форуме. Мы были первооткрывателями на первом арктическом форуме. И каждый раз все лучше и веселее. И уже приезжают семьи, и уже мы с ними знакомы. И как бы встречаем как старых друзей. И, эмоции просто переполняют здесь. У нас и олени, и бураны, и спортивные игры развлекательные, и концертные номера. Просто все супер, вот так вот просто. Форумы, безусловно, нужны, потому что они позволяют нашим детям, нашим семьям больше узнать нашу республику. Она действительно очень красивая, очень гостеприимная, несмотря на то, что северная, у нас всегда тепло, и форумы включают не только развлекательные мероприятия, но и очень много образовательных площадок мы проводим, мы встречаем мы встречаемся с психологами, со специалистами семейной политики и молодежной политики, рассказываем о тех мерах поддержки, которые есть сейчас для наших семей. И вообще, когда семьи знакомятся друг с другом, они понимают, что сейчас ценная самая эта семья, это наша малая родина, это любовь и уважение друг к другу. Ряд активностей для форума подготовили участники Совета первых Республики Коми. Вопросов, что показать и чем увлечь, у представителей молодежи региона не было. Сложно было вообще придумать, чем удивить гостей? Нет, региональный совет умеет удивлять, и в этом проблем никогда не возникает. На самом деле, я, допустим, очень рада, что меня сюда позвали, пригласили, что я здесь участвую. Мне очень здесь нравится. Конечно, чувствуется такой легкий трепет, но поскольку мы готовились, мы ответственные люди все-таки, я уверена в том, что площадки наши пройдут все очень хорошо. Три приседания. Я спешу, родители приседают.
Командообразующие тренинги продолжили линию знакомства и помогли семьям лучше узнать друг друга и почувствовать себя частью большого сообщества. Активности были выстроены так, чтобы от индивидуального «я могу», «я знаю» в итоге выполнить общее задание уже в числе команды. Понять, что в формате «мы можем» сделать получается гораздо больше. Особое внимание организаторы форумов уделили образовательным площадкам. Родители обсуждали вопросы поддержки семей и социальной помощи. Со старшим поколением работала психолог Центра социальной защиты населения ИНТы Наталья Владимировна Сарвачева. Она предложила начать общение с экскурсов в прошлое и вспомнить, какими детьми были нынешние родители. Меня зовут Юлия, я в детстве была всегда хорошисткой, мне хотелось, чтобы мои родители гордились, всегда стремилась, чтобы быть в первых, но могла иногда и нашить. Да. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. В детстве меня называли Таня. Старалась быть послушной, но забор прыгала. Забор распрыгала в снег, это как бы в порядке вещей, надо было попробовать обязательно. Так, в принципе, вела себя неплохо. Здравствуйте, меня зовут Роман. В детстве называли Ромик. Был самым маленьким в классе, практически до 9 класса. Потом с 9 на 10 вырос на 15 сантиметров. И стал практически самым высоким в классе. Жил, наверное, больше во дворе, чем дома. То есть друзья были на первом месте. В это же время дети участвовали в мастер-классах и игровых программах Совета Первых. Задача организаторов – вытащить ребят из некой зоны комфорта, научить взаимодействовать с незнакомыми сверстниками, напомнить, что кроме виртуальной системы общения есть еще и реальная, и по возможности помочь раскрыть новые таланты. Пусть кто в розовом. В розовом опять поменялись? В красном. И в красном. Розовом и в красном. Садись сама. Давай. Тот, кто в белом. Кто в белом? У кого есть белый элемент? Давайте. А что? Кстати, о талантах. Логотип для форума «Сельский коннект» придумала как раз представитель молодого поколения Юлия Рязанова, студентка группы «Графический дизайнер» Интинского филиала Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа под кураторством преподавателя Николая Камышева. Пока родители общались с психологом, а старшие дети играли с Советом Первых, для малышей был организован мастер-класс. Педагоги и ученики школы поселка Абись помогали ребятам создавать эксклюзивное украшение, развивая при этом мелкую моторику рук. Мы решили подготовить мастер-класс по изготовлению оберегов от сглаза. Такие обереги обычно надевают на национальные костюмы, на праздничные наряды, когда человек находится при большом количестве людей. И, в принципе, в повседневной жизни тоже можно носить и как украшение, и как защита от глаза, я не знаю, можно так сказать. Галина на интерактив для малышей пришла всей семьей и хотела помочь младшему сыну, но в итоге ролями поменялись. Как помогает? Приходится мне делать, потому что бусинки маленькие, и опасно с клеем работать, поэтому приходится, практически мне все домой со старшим ребенком делать. Объяснили вам, что это за оберег такой? Да, сказали, когда, получается, оленеводы одевали на национальные костюмы, они всегда с собой брали этот оберег. И вам останется на память? Да, конечно. Центральным событием форума «Сельский коннект» стала панельная дискуссия о развитии села, привлечении молодежи и создании комфортной среды для жизни семей в Арктике, которую продолжил квиз, подготовленный сотрудниками библиотеки Инты. Это у нас семейное. Трактирщик Анастас Дугадилов придумал салат. Салат – уникальное блюдо для того, чтобы объединить разные слои общества. Пролетариат, крестьян, красноармейцев и буржуазию. 40 секунд пошли. А подсказка? Нет, подсказка. Смотрите, слои общества, да? От демонстрации знаний и логики участники форума перешли к демонстрации своих талантов.
Завершились форумы этнодискотекой и костром дружбы, символично объединившим всех гостей. Мероприятие подходило к концу, а его участники уже строили планы на следующий год, желая встретиться вновь на севере Республики Коми. Потому что, как справедливо отметил на своей странице Ростислав Гольштейн, Арктика – это не только суровый климат, это прежде всего люди с огромным и горячим сердцем. Люди, которые умеют дружить с семьями, поддерживать друг друга и беречь тепло своего очага.